Названия Талергов и Терезин должны были стать для украинского массового сознания такими же знаковыми, как Майданик для евреев. Но в Незалежной вы не встретите этих названий нигде, ни в энциклопедиях, ни в учебниках. Моя юность прошла в прекрасном украинском Львове. Не в том, с которым сегодня обычно связывают понятие «Галичина», дивизию СС или Степана Бандеру. Хватали всех без разбора. Кто лишь признавал себя русским и русское имя носил. У кого были найдены русская газета или книга, икона или открытка, в нем можно было увидеть тот самый гуцульский топорик, которым 24 октября 1949 года два украинских националиста, связанные с ОУН «Звездочка», убили писателя, нанеся ему, подло, сзади, 11 ударов. Нет сегодня во Львове улицы Гвардейской, нет музея Ярослава Галана, нет и памятника писателю, его снесли еще в 1992 м. Не знаю, сохранился ли на Лычаковском кладбище мемориал с черным гранитным обелиском, белым крестом и надписью «Жертвам Талергофа». (1914-1918) Галицкая Русь. В течение 4 веков, с 14 по 18 Галиция входила в состав Польской Шляхетской Республики как самая ее отсталая часть. За эти годы почти весь высший слой русского народа Галиции опылячился и окатоличился. Львовская газета, слово, в 1866 году в редакционной статье писала: «Русь Галицкая, Угорская, Киевская, Московская, Тобольская и п.р.» В отношениях этнографическом, историческом, лексике, литературном и обрядовом есть одна и та же самая Русь, несмотря на то, что в Галиции она верно предана своему возлюбленному монарху и его светлой династии, а там, за границей, она также предана своему монарху и его династии. Мы не можем отгородиться китайской стеной от наших братьев и отделиться от языковой, литературной, церковной и народной связи со всем русским миром. Далее рекомендовалось, как поступить с данным лицом, если Австрия начнет даже не войну, а просто мобилизацию. Например, пристально следить, в случае чего арестовать, или выслать вглубь страны. Легко заметить, что карать намеревались даже не за поступки, а за взгляды и симпатии, вещи, трудно поддающиеся однозначному толкованию. Арест считался самым надежным средством. Стоило 1 августа 1914 года разразиться мировой войне, как в одном Львове сразу были арестованы около 2000 украинцев-москвофилов.
Согласно ближайшей к описываемым событиям переписи 1900 года во Львове насчитывалось 84 тысячи поляков, 45 тысяч евреев и лишь около 34 тысяч украинцев. Последние были самой малочисленной этнической общиной города. И одним махом были арестованы и отправлены в концлагерь 6% живших в городе украинцев, как русские шпионы. В вагонах, рассчитанных на 6 лошадей или же 40 человек, находилось по 80 и более людей. Невозможная жара и страшно спертый воздух в вагонах без окон, казалось, убьет нас, пока дойдем к месту назначения, Талерговский ад. Талергов, по свидетельству его узника Василия Ваврика, был лютейший застенок из всех австрийских тюрем. Первую партию туда пригнали 4 сентября 1914 года. В официальном рапорте фельдмаршала Шлейера от 9 ноября 1914 года сообщалось, что в Талергофе в то время находилось 5700 русофилов. До зимы 1915-го не было бараков. Люди лежали на земле под открытым небом в дождь и мороз. Каждый обходился, как мог. Делал углубление в куске хлеба и наливал туда жидкость или, отбив у бутылки горлышко, использовал ее вместо котелка. Большинство оставалось вообще без обеда. Узники теряли физические силы, болели цингой. Кроме общей тюрьмы, существовали еще и одиночные камеры. Галичанин, имевший несчастье назвать себя русским или сказать, что русский, его родной язык, попадал именно сюда. Еды тут давали так мало, что выжить можно было только чудом. При этом, добавляет он, все-таки по кости немцев не могут равняться с издевательствами своих людей. Бездушный немец не мог так глубоко влезть своими железными сапогами в душу славянина Русина, как этот же Русин, назвавший себя украинцем. Описание событий тех лет оставил знаменитый галицко-русский деятель Юрий Яворский: хватали всех сплошь, без разбора. Кто лишь признавал себя русским и русское имя носил. У кого были найдены русская газета или книга, икона или открытка из России. Всего через Талергов с 4 сентября 1914 до 10 мая 1917 года прошли не менее 20 тысяч русских людей. Только в первые 1,5 года погибли около 3000 заключенных. Лагерь был закрыт в мае 1917 по распоряжению последнего императора Австро-Венгрии Карла I,
который в рескрипте от 7 мая 1917 года написал: «Все арестованные русские невиновны, но были арестованы, чтобы не стать ими». В наши дни украинские фальсификаторы истории пытаются замалчивать эти факты, либо говорят, что в концлагерях Терезин и Талергов австрийцы убивали украинцев.